Ветер, ветер. Тут можно набирать воду где-то вот здесь. Но нам сейчас вода не нужна. Давай. Вот так вот. О, копоти сколько. Фу, какой вонючий. Черный. Фу. Подождем. Фу. На ремонт пора. Ха. Дружище. Ха. Вот это дал. Копоти. Вот это дал прикурить. Так, а вот здесь мы обычно спускаемся на ягодку. Вот здесь. Вот здесь наше местечко. Но вообще она идет аж с самого верха. Это ягодка. Начало ягодки. Что-то не видно солнца. Где солнце? Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme. Подъем сейчас пойдет направо. Сзади никого. Оп, 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 оп. Пошли, пошли, пошли. Назад будет спускаться прохладненько. Надо будет кофту поддеть под низ еще. Пока море видно между деревьями чуть-чуть. Там надо будет подняться дальше. Там будет видно шикарно. Пока топим. Уже высота 920 метров. Прилично уже так. В том году мы поднимались в сторону Никитского перевала, не доезжая беседки Ветров. Вот там высота была даже поболее, чем на Айпетре, там где зубцы. Вот там у нас было, мы зафиксировали 1400 с копейками. Я уже не помню сколько. 1450 что ли. А самая высокая точка в Крыму вообще это Роман-Кош. Это дальше беседки Ветров там немного. Вот мы буквально в ту сторону не доехали
Не помню сколько. Буквально там нам оставалось понты, но там дело в том, что уже нельзя ездить, как бы там лесники ездят, там прям заповедная зона, там на уазиках, на мотоциклах мотаются там они. То есть там можно попасться на лесников, и тебе выпишут штраф. О, пацаны будут спускаться. Привет, привет. Пацаны по ягодке будут нырять. Прикольно. Готовятся. Это их машиной сюда закинули. И сейчас они по ягодке будут спускаться в самый низ до дороги на Гаспру. По лесу там все. Чисто по лесу. Так, у нас одного деления уже нету. О! Тыры-тыры-тыры-тыры. Море уже лучше видно. Фух. А тут что? Стоят, фоткают. Так, поднялись еще выше. О, уже видно. Более-менее. Ну, пока так еще, да. Пока не совсем. Деревья мешают. Так, сзади машины. Пропустим. Давай, давай, давай. О, на X6. На Audi. BMW, Audi. О, солнышко наконец-то. О, то там, в этом лесу везде тень. Еще ветер поддувает. Ой. Солнце закончилось, все. Чуть-чуть и хватит. Физкульт, привет!
Пацанчик. Да, физкульт, привет. О. Подъемчик сейчас пойдет крутой, налево сразу. Оп. Вон там море. Высота у нас 1030. — 1030 метров. О, целый этот повез. Велопарк. Штук 10. Это ж они все будут, скорее всего, спускаться по ягодке. Велобанда. Машина на Петре. Интересно, сколько стоит вот так, чтобы столько великов наверх затащить. Наверное, 1005. Я так думаю, стоит машина. Может, даже и больше. Да, 1005 стоит. Может, 7. А что, 10 великов. По рублей с 700, по 1000 сложились. И все. По-прежнему пока 4 деления. Еще подниматься нам надо. Ой. Да, дорога здесь, конечно, каждый год разбивается капитально после зимы. И не латают ничего. Вон красота какая. Ух, видон отсюда. Так, подъем, пошел. За Динамо. А тут он камнепад был. Камни посыпались. И тут камнепад. Сзади никого.
Или есть кто-то сзади? Не, пока никого нету. Носятся. Тыт-тыт-тыт-тыт-тыт. 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 Надеюсь, сейчас будет последний подъем. Сколько уже у нас? 23 километра. Ну правильно. До начала, ну вот это здесь, где первая смотровая, уже когда на самом Петре поднялся, первая такая с правой стороны смотровая, по-моему, 25. До нее километров. Или 25, или 27, что-то такое. А до Зубцов, наверное, будет поболее. Ну, посмотрим, да. Я уже подзабыл, если честно, сколько. Пошла красота. Сейчас он крутой будет подъем направо. Именно такой, что не видно, выезжают кто-то сверху, ну то есть спускается кто-то или нет, за вот этой скалы. Оп, 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 оп. Он, Ялточка, набережная Ялта, море, горы, все. Мы на Петре, все. Поднялись. Почти. Эх, красотища какая, обалдеть. Зеленое все, так, класс. Класс, класс, класс. Крутяк. Машина едет. Ну, красота вообще не перевершено. Все, деревья пошли. А еще один у нас подъем. Последний подъем. Фух, да. Давай, обгоняй уже. А, не последний, он еще один подъем.
УАЗик с туристами. О, поднялись на самый верх, короче говоря. Пропустим сейчас. Красотища он. Давайте, обгоняйте уже. Так, такс. Давай. О. Притопил. А это еще не последний. Ой. Или последний уже. Поворот. Последний. Да, тут разъехаться. Последний, вот, все. Доехали. До первой смотровой. О. Ой. Вон отельчики недостроенные до сих пор. Строят и строят. И никак не достроят. Пока 4. Вот смотровая. Первая. Там вон зубцы. Нам надо туда ехать. А? Нет. А, спасибо, нет. Туда. Говорит, кушать будешь? Я говорю, да не хочу. Там тормозит. Я думал, что-то там скажет, там типа движение запрещено уже, типа платить, а он покушать предлагает. Опа! Да, мы здесь были последний раз в том году. В мае, кстати, тоже ездили. В мае. Ну да, и в этом году тоже попали на
Май. 3 деления. Хоть бы доехать домой. Ой, да нет, доедем. А вот так пощебню. Мы можем по щебню ехать спокойно. То пешком он идет вообще наверх. С палатками там идут, видно, будут ночевать в горах Айпетри. И справа там, а вон снег, про который я говорил, лежит и не тает. Хотя вроде солнечная сторона. Интересно. Ну тут сколько сейчас? Не знаю. Градусов 7 есть. Может не 7, может 10. На квадроциклах что-то показывают там, рассказывают. Ну, он туда можно еще потом будет. Ага, там он написано. Ялтинский это, то да сё. Закрыто, ехать нельзя. Закрыто. Все заповедник, он, зубцы наши. Он, красота, ляпота. Да.
Ого, там машин. Офигеть. Офигеть просто. Понаставляли везде Ялтинский горно-лесной заповедник. Везде ваши заповедники. Туда не поедь, сюда не поедь. На квадроциклах. Навозом воняет. Забор что-то тут ставят, он уже. Ага. Типа не пройти. Вон зубцы. Вон тачка с сеном. Надо заказать. Помнишь, это Рома палочки? В том году я тут и ездил, в принципе, но что-то там, я не помню, в том году стояли таблички эти. Ялтинский лесной заповедник. Типа могут еще там с бинокля наблюдать. Подъедут еще. Штраф выпишут. Вот наше местечко любимое. Ой, эх, какая красота здесь. Так, главное, чтобы он никуда не укатил. Все, располагаемся. А то там запустил этот квадрокоптер.
Там он зубцы Петри. Канатка он там. Вот такой вид здесь. Шикарный. Вон Ялта, набережная. О, красотища. Выезжаем с Сайпетри. Пофоткались. Попили чай, посидели. Людей полно. Выезжаем назад. Домой едем на набережную пить кофе. Проехали 28 км сюда до Зубцов. У нас получилось с центра Ялты. Ну, можно сказать, с набережной. 28 км. Все, едем. Едем. Красота. Он подъем сейчас. Вот мы сейчас сожгем там один аккум. Ой. Один заряд. Тыла. Потихоньку, не спеша. Диск с машины валяется. Кто-то, видно, потерял, пока поднимался. Снег тоже он с левой стороны.
Фух. Да, прохладненько здесь. Одел шапочку, то уши мерзнут. Тем более на скорости 20-30. По бездорожью. Солнышко светит. Хорошо. Не спешим, пускай проедет. А он там уже дальше и поворот. Конечно, тут ямы капец. Куда-то налево, интересно, ездят. Притопили. Налево мы ездили туда, в сторону Иографа, креста 2000-летия. Пылюган. Гостиницу строят и строят. В том году строили, в этом. Что они никак не достроят. Непонятно. Уже ее строят, не знаю сколько, лет 5 или сколько.
Вот, все, будем спускаться в самый низ. Море вон. Все, погнали на спуск по трассе, по горной, серпантинной. Да, спуск по горной серпантинной трассе. Да, но мне, конечно, я когда в Сочи был, в Красной вот Поляне, мне, конечно, дорога там вообще бомба, новенькая такая. Вот подъем на Красная Поляна 960 и подъем на Роза-Хутор наверх туда. Тоже там дороги вообще новенькие такие, вообще без ямок, без ничего. Что подъем такой приятный, что спуск. Здесь же, конечно, дорогу убили за сколько десятков лет, и никто не делает. Ну да, там же Олимпиада, там типа все дела. Там же это все делалось к Олимпиаде, поэтому там оно все новенькое и уже сделано по высокому уровню, то есть новые стандарты качества. Вот, а эту дорогу делали еще 100 лет назад, или сколько, или даже больше. А эта дорога, да, конечно, убитая. Камни падают, обвал. Получается 28 километров в одну сторону и 28, это у нас сколько? 56 получается. В обе стороны 56. Красота, ляпота. 1200 метров. Сидушку можно опустить на спусках, а на подъемах поднять. Тормоза у нас стоят Magura MT5, 4-поршневые. Хотел взять МТ-7, типа там модные, навороченные там, но особого различия между МТ-5 и МТ-7 прям большого различия нету. А переплачивать целых 20 тысяч или даже 30 тысяч. То есть как бы смысла, ну если как бы деньги есть лишние там,
типа там, о, у меня МТ-7, нифига себе там. Вот, а так особого сильного нет отличия МТ-5 от МТ-7. Оп-оп, поворот, поворот. Сзади никого, это хорошо. Да, прохладненько так на спуске. Хо-хо-хо. Одел кофточку еще под низ, ну, шапку. Оп-оп-оп-оп-оп. Тормозим. Встречная. Поворот крутой. Зизая. Пацанчик, тот, который я его обгонял на этом, перед Черепашьим озером, вот он только еще поднимается. Это уже прошло сколько? Сейчас час, где-то полтора или сколько? Ну да, где-то часа полтора уже прошло, может даже и 2. Ну а что, там скорость на вот подъемах таких 5 километров, ну 7 максимум. То есть это долго очень подниматься на самой большой звезде, и смотря какая там звезда еще, ну там смотря какая перекидка. Да, жесть. На обычном велике подниматься это жесть. Но, тем не менее, можно подняться и спуститься. У меня получается на MTB еду средняя скорость, ну как средняя, как она там. Ну вот в основном я еду, это скорость 15, 18, вот так вот. Но это я еду так, ну, спокойно, без каких-то там спешек, напрягов, так чисто еду себе и еду. На турбо тут вообще можно топить 20-25 на подъем.
Тет. Поворотик, заходим. Оп. Встречная. На подъем. Где там этот наш ручеек? Спуск на ягодку наш, походу. Да, вот сейчас будет ручеек. Вот здесь он. Здесь скала такая, сыпется постоянно. Вот здесь набираем воду. Вот здесь. Что он едет, че не едет. Стоит, ждет, пока я проеду, что ли. Или он думает, ехать мне дальше или не ехать. Ехать, конечно. Рано еще сколько? Часа полчетвертого или сколько? Или 4. Сейчас будет серебряная беседка. Вон она впереди там. Заскочим. Посмотрим. Если там немного машин. О! Опа! Нырнули! Вот такая красота там! Разворот. Разворот, поворот. Не знаю, ехать туда наверх. Люди, смотрю, есть. Там, наверное, не сфоткаешь. Ничего. Ладно. Поехали. Поехали дальше. Поехали к Черепашьему озеру. Сидушечку опустим.
Оп-оп-оп-оп-оп. Да, уже все зеленое-зеленое. Заросло уже все. Тут уже, блин, едешь как будто сейчас вечер. Если б не такой ясный день был, тут действительно днем едешь уже как будто вечер. Да, вот у меня в том году, вот я ездил, я помню, до Серебряной Беседки одного хватало аккумулятора. Я на Серебряной Беседке только переставлялся. Сейчас пока не хватает. Холодно еще. Ну, то есть, вчера было там 10, сегодня 15. То есть, погода такая нестабильная. Меняется температура каждый день. Нету такого, что вот уже раз и все, каждый день стабильно было тепло. Какая-то срезка куда-то пошла направо. Вон тут уже темень. Солнце только спряталось, все. Что-то тут деревья повалило прямо один за одним. Срезка направо, надо было срезать. Свежо тогда, однако, на спуске. Тут вообще он темень, с деревья вообще все закутано. О, тут хоть видно что-то. А руки так подмерзли, капец. В закрытых перчатках, а прохладненько так. О, ямы. Оп-оп-оп, поворот, поворот. Так, сейчас будет база.
Лесная база. Ага, вот она. И за лесной базой чуть ниже Черепашье озеро. На Ниве летит. Кармашек один, потом второй, и потом чуть ниже Черепашье озеро. Да, свежо, свежо. О, машин поменьше. Но все равно есть туристы. Опа. Это такое. Деревья он есть. Наклон он пошел. Черепашек нету. Уплыли. Черепашки уплыли.
Так, спускаемся дальше к Учанцу. Ну, на Учанцу мы заезжать не будем, там по-любому сейчас люди есть, там так, место так себе. Ну, да, сейчас же тем более водопад там. Водопада там практически нету. Дождь был дня 3 назад такой. Ну, он такой был маленький. И шел он недолго. Ну, вот я был же на Учанцу дня 2 назад, 3. Там ручейки уже маленькие-маленькие. То есть заезжать сегодня мы уже туда не будем. Уже Учанцу все. Дожди сейчас уже будут идти редко и не так продолжительно. Уже все. Через 3 недели лета. Теперь аж до осени, до ноября, октября там. Ну, в октябре еще навряд ли прям будут такие дожди. А вот в ноябре возможно уже. Да, кстати, вот ноябрь такой месяц, когда идут дожди сильные, и когда можно застать водопад Учанцу, чтобы прям он был такой мощный. Декабрь — это месяц такой, когда может он замерзнуть, то есть там надо поймать момент, когда идет дождь долго, и когда температура там плюс 5, плюс 10 там. Вот, так что ноябрь такой именно дождливый месяц для Учанцу. И уже там где-то март, вот уже март, апрель, январь и февраль тоже там бывают морозы, потому что если в Ялте, например, плюс 10, то здесь около 0 уже. То есть где-то примерно вот с ноября по там число 10-15 декабря и с февраля там где-то с конца и по апрель, по начало мая. Летом это вообще без вариантов застать, чтобы он был прям мощный такой поток воды. Так что летом это вообще без вариантов. Так чисто приехать, посмотреть, да, именно чтобы он лил большими потоками воды. Летом, к сожалению, не получится увидеть это зрелище. О, открутим, подкрутим, не мерзнуть.
Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу. 40. Вон горы впереди. И красота. Зеленые горы. Класс. Зеленые горы только на ЮБК. От Алушты до Фароса. Ну и чуть-чуть до Севастополя. На западном берегу Крыма вообще гор нету, там равнина, но зато там песчаные пляжи. То есть кому что нравится. Да, тормоза, конечно, Магура 4-поршневые вообще четенькие, тормозят так фух-фух, четко. Одна пара тормозов, ну, наперед и назад. 1600 рублей. Это можно сказать, не самые, как бы, дорогие, так скажем. По-моему, Китай, что ли, или Япония, что-то такое. А типа какие-то там оригинальные, как там они, комплект стоит, ну, наперед и назад, по-моему, 3200. Насколько их хватает, конечно, зависит от езды. Сколько спусков, как часто катаешься. Поэтому сказать трудно, на месяц их хватает, чи на 2, чи на 3, чем на пол месяца. Кому как. В общем, так. Кому как, в общем, так. Ла-Мусика. Уже фары включают. Поворот, поворот. Сзади никого. А вот и доехали до Утянцу. Сейчас направо, прям туда он, в этот.
кафешечка тут. Шалов. Вон красота какая. Вот Учанцу здесь. Нам на Учанцу сегодня не надо. Давай газуй, братан. Шарлот, мама love. Шарлот, Шарлот. Так, надо нам найти место. Там надо сходить в туалет. Мотыках поехали на Альпетре. А где же поворот тут был, что мы с него выезжали? Непонятно. Бля, тут темень вообще уже. Сплошная темень. Так, ну это не здесь точно. Шалов. Не пойму я, где поворот тут был. Проехал, что ли? Как я мог проехать, непонятно. Очень непонятно, Куйбышева. Может, это здесь он? Хотя я сомневаюсь, что он здесь, а может и здесь. О, тут лужи. Наступает ночь. Зовет и манит. Маршрутка сзади. Обгоняй давай. Так. Такс. Наступает ночь. Может быть, а может и не быть. Да, мы проехали, там был срезка в лес был. Прям возле Учанцу там. Не так уж и далеко. Ладно, сейчас где-то нырнем. Наступает ночь.
Тут теплее уже. А ну, спустились с высоты 1200. Да-да. Так, сейчас где-то тут поворот был в лес. Сейчас мы его найдем. А вот какой-то поворотик. Сейчас нырнем сюда. Три деления у нас. Ну, назад в Сайпетре это уже один спуск, то есть, в принципе, расхода практически нету. Виноградная проехали. Вот, поэтому, да, подъем только, в принципе, больше всего уходит заряда аккумулятора.
На солнышке тепло, а в тенечке так себе. Едем пить кофе, все, на набережную, на второй этаж там кафешечка отлично есть. О, на велосипеде тоже. С сумкой, с какой-то. Пускай едет. Не будем его обгонять. А, он что, еле едет. Погнали, короче. Он медленно едет. Я думал, он крутит нормально, а он так себе. Тут ямы, конечно, капец. Сюда надо свернуть. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Поднялись, а сюда мы никак. Хотя он можно было справа, но можно было, только там ветки мешают. Не забывай меня. Мопед услышал. Let's go. Три деления пока. Крутит наверх тяжко. Так, сейчас заедем в Ливадийский дворец и по набережной прокатимся, посмотрим, что там они сделали дорогу.
Хорошо идем, 40. 2 деления. Только переключилась, в принципе, хватит. Было сюда сворачивать, не успели. Ладно, сейчас повернем там дальше. Сейчас надо будет здесь развернуться. Сзади машина. Сейчас здесь вот развернемся. Опа, пока никого нету. Сел. Колонка села. Опа. О, яма. Сейчас поедем через Ливадийский. Так, тихо, никого. Через Ливадийский и по берегу. Костром пахнет. Наверное, будут шашлыки жарить. Проскочили, то есть стоять ждать. Фух, 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 фух. Ливадийский дворец. Заезжаем на территорию. Вход бесплатный. Так, сейчас мы свернем, не помню, налево здесь, по-моему, можно свернуть налево. Вон, красота какая. Так, а здесь направо. А здесь налево. Вот, все. Спускаемся к Мошке, к берегу. Мошки какие-то летают. Да, тут тоже уже все
заросло джунгли. Все зелененькое уже. Наконец-то дождались. Месяц весны, так скажем. Правда, она еще такая не совсем уж теплая, как хотелось бы. Да, какие-то мошки летают. О, вот это красота здесь. Красота, красотень. Опа! О! О! Ливадийская набережная. Уже почти ее проехали. В конце уже штормик небольшой. Тут пальмы он пересохли. Так, ну а мы пробираемся вот здесь вот. Ой, жестко. По ступеням заехали. Да, так прохладненько под вечер стало. Заросло здесь он, листья аж повылазили из-за забора. Сейчас посмотрим, что там они здесь сделали. По ступеням там подниматься или не сделали. Что-то стучат еще. Все закрыли. Чтоб не смотрели. Чтоб не смотрели, как ихние отдыхающие отдыхают по набережной. Ихней. Что это тут?
Такс, 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 такс. Понятно, тут не сделали по ступеням подниматься. Тут с этой стороны неудобно, хоть и без велика, хоть и с великом. Ну, без велика типа надо становиться вот сюда, потом подниматься на ступеньку. Типа так. Опа. Тихо. Иди сюда, лисопед мой. Ничего они тут не сделали. Уже сколько прошло дней. Какой дней месяц прошел, а у них он тут ходором все ходит, сплошные он ямы одни. Людей могут кто-то провалиться. Такие тут дороги обходные, чтоб с Ливадии сюда дойти. Вот тут надо вот так вот проходить. По таким вот катакомбам. Это просто жесть, ребята. Все ржавое. Все трещит. Все в дырках. Тут туристы приезжают. Думают, вот это жесть. Вот это жесть. Вот чтобы с Ялты пройти в Ливадию по берегу, это надо вот там проходить, где убогая такая, убогий такой пароход, скажем так. Не могут довести его до ума. Ой. Экскурсии.
Морем пахнет, водорослями. Пахнет как водорослями. Ой, море, море, море. О, уже пора пить кофе, а мы тут все никак не доедем. О. Опять эти мошки. Детвора гуляет, что-то рассказывает, там пляж какой-то там. Пойдемте, я вам покажу пляж наш. Тыт-тыт-тыт-тыт-тыт-тыт. Такс. Пойдем. Пусть собаку опять с вашей собакой разговаривать заставит. Собаки сцепились. Овчарс какой-то.
Не направо. Мне направо, вам налево. О, скейтбордисты. Я упал. Вот так. Я чуть... Скейтбордисты. У нас пока 2 деления. Скоро уже второе деление закончится. Но домой нам доехать, я думаю, хватит. Что тут он кружляет, паркуется, припарковывается. Приморская набережная и парк. Ну, это сейчас парк идет, а потом будет набережная. О, здесь какая красотень. Одни пальмы, кипарисы, всякие кусты красивые. В общем, красота одна. Вот, кто-то торгует какими-то игрушками. Тут стройка все идет. Никак не заканчивается. Фонтанчики. Люди гуляют, отдыхают. 8 мая, выходной все-таки. Вот доехали до набережной. Приморская. Сначала. Посмотрим на красоту. Вот такая красота тут. Красотень, красотень. Поедем пить кофе.